потому что растения и кустарники, и деревья, и травы входят. Это первое, да, вот терминологии, конечно, мы должны это прорабатывать. Далее, насчет словаря. Словарь, конечно, это в Академии наук есть словарь, мы пользуемся уже давно, наши студенты. И на основе этого словаря мы тоже написали, выпустили, вернее, словарь, который называется русско-кыргызский, латино-английский словарь лекарственных растений. Поэтому это тоже можно будет уже озвучить вам. Так, второе. Естественно, мы говорим научный подход, поэтому то, что здесь мы говорили о народной медицине, это очень хорошо, потому что у студентов тоже мы говорим, давайте будем интегрировать современную и народную медицину, потому что нужен научный подход. Научный подход. Мы изучаем в основном официальные лекарственные растения, то есть это растения, а из растений мы берем лекарственное растительное сырье. То есть это если одно растение, допустим, солодка, мы только изучаем это, берем сырьем, является, допустим, корень солодки. И на это есть закон, есть фармакопея, в котором отражаются только официальные лекарственные растения. Лекарственные растения. Конечно, проблема именно лекарственных растений Кыргызстана для меня это просто я очень рада, что я здесь сегодня заседаю. Почему? Потому что я тоже являюсь таким фармакогностом, который хотела бы действительно, и всегда на конференциях я выступаю тоже с такими же предложениями. Поэтому в первую очередь я хочу о своем предложении сказать, потому что интеграция современной народной медицины. Второе, я хотела бы сказать о создании все-таки координационного совета, где мы бы очень проблем лекарственных очень много. Иногда взяли растения, допустим, пример, сегодня смотрю, радиола розовая. В Кыргызстане радиола розовая не растет. Растет радиола елейно-листная. Радиола розовая, она официально, на него есть статья, все хорошо. И наши аспиранты сейчас как раз радиола елейно-листной занимаются. То есть это радиола елейно-листную мы должны тоже на него написать нормативный документ. И тогда он будет официально. И тогда, если тоже ромашку, тоже календулу, если вы вырастили, заготовили, вы можете действительно подать это само сырье уже, это цветки ромашки, цветки календулы, это является фармацевтическое сырье, это лекарственно-растительное сырье, которое в домашних условиях вы можете с них подготовить настой и употреблять. Правильно? Но, чтобы получить его экспортировать, вы должны получить действительно лицензирование, кто этим занимается, сертификат на это сырье. Это, естественно, есть у нас лаборатория ЦИКАЛ, где они должны официально провести, если на него есть нормативный официальный документ, он проведет. А если взять радиолог, допустим, елейно-листную, он не может, потому что на него пока еще научный подход, мы еще на него не написали, не утвердили нормативный документ. Это лаборатория, и он должен пройти все анализы. И тогда у нас, естественно, будет экспорт. Поэтому мое предложение первое, все-таки, если мы так создадим такой мини-координационный совет, где мы будем разрабатывать эти термины, продолжать этот словарь, и можно реестр сделать именно Кыргызстана. То есть на сегодняшний день, я студентам говорю, 4000 у нас растений в Кыргызстане, да, может быть еще более. Это сколько диссертаций, сколько научных работ. То есть с каждым